На данном видеоуроке коснемся тех моментов, которые у нас отображены в левой части админки. Вот таким образом выглядит вся настраиваемая панель. И тут вы видите консоль, главное обновление. Все основные настройки мы будем рассматривать более подробно в последующих уроках. Я сейчас лишь укажу на общие моменты каждого из основных разделов. В консоли вы можете произвести настройки по внешнему виду админки. В данном случае он выглядит вот таким образом. В разделе записи мы рассмотрим, каким образом производятся записи, как сюда закладывается информация. Медиафайлы – это раздел, с помощью которого производятся все формы загрузки файлов. Это фото, видео, текстовые какие-то материалы. И создается библиотека вот этих вот загруженных файлов. В ссылках вы увидите основные данные, ссылки на сторонние ресурсы, на другие ресурсы. В страницах мы рассмотрим, каким образом создавать страницы, как их настраивать, потому что в WordPress можно создавать огромное количество страниц. Нужно указать на то, что записи и страницы, они между собой отличаются. Есть небольшие детали, хотя форма записей или форма внесения информации, точнее говоря, она по сути одинакова. В разделе комментарии здесь вы будете отслеживать, кто прокомментировал ваши статьи. Вы можете их отсматривать, а можете поставить на просто на поток, если вам, допустим, не важны детали комментариев. Во внешнем виде мы будем рассматривать, каким образом здесь загружать темы, то есть, иначе говоря, оформление сайта. Посмотрим, что такое виджеты, рассмотрим, как создавать меню и так далее. Плагины – это небольшие программы, которые увеличивают функциональность WordPress. Ну, к примеру говоря, на WordPress можно создавать интернет-магазины. Это как раз делается с помощью плагинов. В разделе пользователей вы будете регулировать количество пользователей или отсматривать их. Там будут электронные адреса и так далее, имя пользователя, весь список пользователей. Таким образом вы можете регулировать по своему усмотрению. Раздел инструменты. Тут есть кое-какие детали, которые мы потом рассмотрим по импорту и по экспорту информации, касающейся настроек самого WordPress. В параметрах мы сейчас произведем кое-какие небольшие настройки, которые нужны для начала введения вашей деятельности на сайте. Ну, предположим, давайте посмотрим общие настройки. К примеру, название сайта. Я дал рабочее название сайта WordPress. Это название сайта вы увидите вот в этой части шапки сайта. Общий вид сайта он такой, предположим. Но вот название сайта касается именно вот этой вот части. Далее краткое описание сайта для демонстрации. Вот это описание. Здесь адрес WordPress URL. Это тот адрес, который будет виден в браузерах. Адрес электронной почты. На этот электронный адрес будет приходить вся информация, которая касается вашего сайта. Предположим, если кто-то сделает комментарии, вы можете по этой электронной почте посмотреть, кто сделал комментарии и так далее. Членство. Если у вас будут закрытые страницы, вы можете организовать систему подписки. И это производится с помощью вот этого чекбокса. Если человек регистрируется и подписывается, он участвует в качестве подписчика. Но вы можете также среди подписавшихся людей выбрать автора, редактора, администратора. Отличие между ними
В следующем у каждого из них будет более расширенный вариант настроек вот в этой части. Часовой пояс укажете тот регион, в котором вы проживаете. И далее формы даты. Я лично здесь уже ничего не меняю. Единственное, формат времени указываю нижнюю часть. Здесь формат рассматривается в течение 24 часов. Если вот эти первые до полудня и после полудня, тут уже в течение 24 часов. Скажем, если это будет час дня, он будет указывать 13:00. И сохраняем изменения. Наши настройки сохранены. Более подробно настройки админки мы рассмотрим уже в следующих видеоуроках. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Майнагашев.